кавказским проблемам. Вот. И никак мы эту площадку не могли получить. Мгм. Там, просто ссылались на то, Мгм. что на это нет средств, что бюджет ПАСЕ, он давно уже распределен, ну и так далее, и так далее. Отговорки, скажем так. Мгм. И вдруг проект пошел. А Мгм. пошел он после появления Ходорковского. По всей вероятности, он туда немного кормов подкинул, и появилась возможность. А это немаловажно, между прочим. И фактически же в России же всегда было, в общем, кто обедает, тот, конечно, и танцует. Поэтому появление Ходорковского и основная роль фигуры Ходорковского на этой платформе, она видна, она везде проглядывается, у него везде уши торчат его. В основном этим занимаются его люди, которые вокруг него. Хотя сам Ходорковский брать на себя ответственность и становиться лидером, скажем так, всей этой оппозиции не хочет. Сейчас стало модно быть этим, вести, скажем так, гибридную войну. Не самому идти на амбразуры, а кого-то посылать. Ну и вот он, в общем, сам где-то в стороне сидит, хотя он основное заинтересованное лицо во всем этом. Он один из кандидатов, хотя об этом сам не говорит, по всей вероятности. И он не хочет брать на себя такую ответственность. У него есть другой комплекс задач на территории России, чем, в общем, получить власть. У власти он, наверное, своих людей поставит, а его первоочередные задачи, думаю, немножко другие, об этом тоже поговорим. И вот здесь появление Ходорковского дало хороший толчок. В принципе, там согласились на это. Платформа должна заработать с 1 января, а в декабре месяце оно должно быть утверждено. Сейчас на эту платформу претендуют около 54 разных крупных и мелких организаций, в том числе и российских. Основные претенденты – это блок Ходорковского, Каспарова, ФБК и фонд Арно. Free Russia Foundation. Да. И туда, в общем, удалось нам в эту дверь засунуть ногу. 30%, в общем, оставили с барского плеча национальным образованием республики. Но, конечно, противников много, сторонников тоже не меньше. Ну, я так слышал, что они подтягивают хорошие русские дрессированных инородцев. Конечно, у них есть, в общем, свои, так, ну, скажем так, выразимся по-народному. Свои буряты, наши. Свои нацики. No. У них есть свои карманные нацики, которыми они хотят заполнить эти 30%. Но они не учли, что все-таки эта ситуация довольно-таки, скажем так, обговоренная. Кто, в общем, такие Гарможаповые там или Арно, или еще кто там есть. Шевченко сейчас тоже Бурятию представлять решила. Да. Она, видели, когда-то жила там, понимаете. Но до 21 года. Да, и вот эта вся бригада ихняя, они прекрасно, в принципе, знают, что от перестановки мест в слагаемых обычно сумма не меняется. Здесь, если что-то хотят поменять, нужны совершенно другие люди. И этих других людей лоббирует украинская делегация во главе с Марией Мезенцевой. А это очень серьезные люди, которые в ПАСЕ имеют очень хороший вес. Поэтому мы встречались, были у них в офисе, разговаривали, и они наши, скажем так, кураторы. И я думаю, что шансы попасть, что туда попадут именно настоящие националисты, в хорошем смысле этого слова, очень даже большие. Подождем, посмотрим. Ну, это здорово, потому что на самом деле вот как раз представителей, вот сейчас АБСЕ проходит здесь в Варшаве с 6 по, значит, 17 число, сегодня, по-моему, последний день. И они обычно раньше, я помню, проводили где-то неделю, что-то в этом роде. А в этом году прям даже на открытии было отмечено, что заявилось свыше 1900
выступающих, и ты представляешь, это огромная масса здесь приехала, где-то размещена и так далее. Я даже за примерно неделю до этого увидел каких-то казахов, которые приехали и митинговали здесь на польских площадях. Ну, то есть это какие-то вот деятели, значит, из Центральной Азии в основном, и вот там я даже периодически так прямые эфиры глядел, ну, и там, значит, представители Колпак. Каракалпакистана, короче, не допустили какого-то представителя узбекской какой-то правозащитной организации до своей панели. Ну, то есть там ситуация такая, что организация это поскольку, то есть если у тебя какая-то есть организация общественная, ты вот вправе заявиться. И там, значит, здесь и этот представитель, значит, вот этот недавно откинувшийся Пивоваров, который известен, значит, всякими такими шовинистическими или даже, можно сказать, в некоторых отношениях нацистскими высказываниями, тоже здесь присутствовал. И они там гордо объявили, что они заняли место Российской Федерации. Потому что от Российской Федерации никого не было, и там стояла, значит, такая табличка просто Russian Federation. И они там с гордостью уселись, и на эти стулья, так скажем, предназначенные для официалов из Российской Федерации. Я подумал, вот они туда и метят, то есть они не хотят реальных кардинальных изменений каких-либо, да? И вот, возвращаясь к первой части нашей программы, вот они то же самое, как вот эти девки, чего удивляться-то? Вот это с Читы девица, значит, вот это с Минска, да? Конечно, сидишь в Москве, там по накатанной все прошло, закончил вуз московский какой-нибудь. Ну, потому что там еще там в 20-30-е годы на освободившееся, так скажем, жилье. И в 17 году туда хлынула вот эта масса поактивнее, которая большевистская, так скажем, да, вот эти люмпены-комбедовцы кинулись. И вот они-то сообразили, они-то знают, они в их семьях эта историческая составляющая, она есть. Они же помнят, как тяжело им приходилось работать, как они там полбу ели, как голодали, как там бродили по лесам, собирали грибы, черемшу и все прочее, да? А сейчас они с вузовским образованием, значит, закончивший самый лучший университет в мире, единственный, конечно, во всем мире университет. Это вот они любят обязательно про это проговаривать. Ну, а вот ресурсики-то ваши бурятские, там черкесские ресурсы, якутские, прочих народов, да, захваченных, колонизированных, уничтоженных. А мы будем на них проживать. Да, и мы будем туда, к вам в Сибирь, отсылать всяких вот этих головорезов в виде сначала казаков, потом вот это Столыпинского отребья, значит, потом всех тех, которых не дожгли, так скажем, не дорепрессировали, тоже выслали. Там же, ну, говорят, ладно, там репрессированные, там все прочее. А они там же нам какой нацизм в советское время устроили, эти репрессированные. Они ненавидели советскую власть, еще и ненавидели вот этих, которые местных жителей. Понимаешь? Там такой нацизм был в наших регионах, что буряты до сих пор голову поднять не могут. И, конечно, там, когда Анастасия Шевченко в интервью, значит, Радио Свободе, да, вместе с Джамбулатом Сулейманом заявляет, ну, я до 21 года жила в Бурятии, и ни один мой бурятский друг мне не изъявлял желания, значит, говорить о независимости. Но я понимаю, что до 21 года Анастасия Шевченко, я думаю, что не занималась какой-то правозащитной деятельностью и так далее. И 40 по всей вероятности. я просто не представляю, какой бы в это время бурятский молодой мужчина, где-то пересекаясь с Шевченкой, вдруг ей бы приседал на уши и говорил не то, что он хочет с ней там гульнуть, там провести приятное время и так далее, а говорил: Настя, мы хотим же независимости, давай с тобой покатаемся в машине, потом сходим в ресторан, а потом я тебя потанцую, так скажем. Ну, понимаешь, ну глупости же, естественно. А во-вторых, это другой фактор добавляется, что, что никто из бурят, ни бурятам об этом говорить не будет. Потому что и даже бурятам-то не будут говорить. Потому что этот вот тотальный страх, который не только сталинизмом создавался, а еще вот тем отребием, которое среди нас жило, которое могло донести или там подпалить тебя, жилье там, или вообще на всю твою оставшуюся жизнь испортить тебе
возможность там жизни, конечно, и это выработалась система, что буряты открыто никогда не будут ни с кем говорить там внутри Бурятии. Вот почему нам, собственно, нужна диаспора-то за рубежом. Чтобы наши молодые буряты росли в иной системе ценностей, демократиях. А вот на Кавказе об этом говорят открытым текстом. Например, черкесы, которые каждый год 21 мая, несмотря на все запреты, преследования, на эту пропаганду выходят дружно в Нальчике на улицу Ленина и проводят шествие под зелеными флагами с 12 звездами и 3 стрелами. Этот флаг является символом борьбы черкесии за свою независимость. Это не государственный флаг. Это флаг, это символ борьбы черкесов. Именно с этим флагом. Есть еще государственные, в общем, флаги в Кабардино-Балкарии, признанные, похожие на триколор, похожий на российский. Но он не признается. Он только висит на государственных учреждениях. А на свадьбах, на мероприятиях, даже у нас очень популярны массовые конные прогулки. В каждом районе район приглашает конников, они собираются, делают круг вокруг села, потом садятся за стол, зарезать барана, имея гостя, у нас считается довольно-таки это престижное дело. И вот они, вы загуглите, посмотрите, везде в Черкесии только зеленый флаг, который является символом свободы. Об этом говорят. Но, тем не менее, пропагандисты утверждают то же самое, потому что методичка-то одна и та же. Поэтому сегодня о независимости стало очень опасно говорить. Это не так просто, но, тем не менее, нам необходимо это еще дальше продвигать в массах. Надо работать над этим вопросом. Вот сейчас вернемся к ПАСЕ. Там на нас обрушилась, тех, кто занимается этой платформой, большая критика. Например, Лига свободных наций, я член Лиги, но у нас там ответственным лицом является другой мой коллега. Вот. Они заявили, что они не являются частью российской оппозиции, принимать участие в них не будут. Они готовы к диалогу с ПАСЕ напрямую, без русской оппозиции. Но, честно говоря, я это считаю неправильным тактически, потому что как можно, де-факто все эти народности на сегодняшний день являются гражданами России. Они в этой Российской империи. Вот как уйти оттуда, не разговаривая с теми же русскими, даже оппозиционерами? Это примерно получается так, как Путин сейчас пытается договориться с Америкой о капитуляции Украины без Украины. А как? А как уйти из России без русских? Есть две пути, я уже говорил, кажется, об этом. Это силовой вариант, когда армия национальных образований один за одним берут русские города, а кавказская армия от Ростова идет на Дербент. Это за гранью фантастики. Или же договариваться, говорить на какой-то площадке, на какой. А какую лучшую площадку, чем в Европарламенте или там, в общем, в Ассамблее мы можем найти? Там, именно там мы можем о чем-то договориться. Я тоже считаю, что это немножко контрпродуктивно. Это мне напоминает, знаешь, то, что у бурят творится. Да, был такой сайт бурятского народа. Я думаю, что у других народов тоже были такие сайты, знаешь, еще форумное время такое, там, когда еще социальные сети не были развиты. Там кто-то там Фидонет еще начинал там и так далее. Что-то в этом роде. И был такой форум, где там сидели, значит, эти умники. И когда не то чтобы радикально, но я там любил сидеть в таком политическом этом и постоянно провокационные вопросы задавать, там как раз про независимость, суверенитет и все прочее. Но меня все время там банили, потому что боялись даже на форуме
да, который, сам форум, он находился физически где-то в Соединенных Штатах Америки, какая-то бурятка там выкупила домен и так далее. И вот они боялись, значит, там в форумах обсуждать что-то в этом роде, и постоянно терли. И вот одной из админш, там наряду со стукачом Хамагановым, была вот эта членша сейчас вашей Лиги Свободных Наций Раджана Дугарова Дель Понте. И вот у меня такое ощущение, да, складывается, что некоторые организации, это вот моя критика во всем этим, вдруг внезапно, когда я благодаря Джамбулатову выступил на первом съезде, на первом форуме свободных государств с Россией, когда я сказал, что мы, буряты, хотим суверенитета, независимости и так далее. И это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Там начали писать, да Халтаров не первый об этом говорит. Да как его там вообще пустили на этот форум там и так далее. Он там типа дискредитирует и все прочее. А их било в то, что их не пригласили. Это раз. А во-вторых, я более чем уверен, что у них такая сущность, вот у этого Дугарова, у Дель Понте, у Хана Дугарова, о том, что вот где-то была в глубине сибирских руд там некая демократическая Бурятия, которая вот она теплилась, лелеялась, значит, создавалась. И вот тут пришел Халтаров, сепаратист, нацист, и вдруг сказанул, а мы хотим суверенитета, независимости, и им пришлось на ту же самую тему говорить. А так не хотелось, вот так им хотелось вот этой, знаешь, никому неизвестной демократической Бурятии. Вот они себе ее нафантазировали и немножко живут вот в этих фантазиях, потому что ничего для того, чтобы эта демократическая Бурятия существовала, не сделано. Ни одной правозащитной организации, которая бы на протяжении 20-30 лет занималась адвокацией, да, собиранием вот этих преступлений русского государства против бурят, этим же они не занимались. Сейчас вот в любую русскую правозащитную организацию обратись, ну, за исключением там Мемориала или Хельсинской группы, которые работают по, значит, европейским стандартам, да, обратиться сложно, тебе просто не ответят в лучшем случае. А в худшем случае напишут куда-нибудь в КГБ, что данный человек собирается там, значит, такой сякой нацист, сепаратист и так далее, собирается, значит, покинуть Российскую Федерацию. Может, еще и сдадут тебя даже. И в этом отношении получается, что вот постоянно находиться вот в этой системе критики и в форумном вот этом мирке, да, когда ты там что-то себе нафантазировал, при этом реальная работа не проводя, например. Это же очень удобная позиция, потому что придется работать, придется свои какие-то внутренние силу и энергии затрачивать, короче. Можно просто так сидеть на бережку, да, и поплевывать в реку, которая, значит, реку жизни, которая стремительно уходит. И они тоже имеют своих, так скажем, вот этих зрителей, слушателей, поддакивателей там внутри. И я понимаю, для чего таких выпускают вот, деятелей, да, которые ну, постоянно критикой занимаются. Потому что они же ничего не сделали по итогу. И это русской власти на руку. Нет информации в ОБСЕ, никто не выступает. Ни комитет бурятской независимости, ни правозащитная организация РХТН. Где они? Ну, приехали бы. Выступает там за права ЛГБТ и все прочее, значит, Молодаева. И непонятно, что она там делала. Где там видео, я не вижу ни видео выступлений, ничего. Ну, потому что пару участковых там к ее родственникам пришло, я более чем уверен. Они там напугались, перепугались и ничего не постят. Ну, такая работа, понял, ведется, как будто бы катаются, что-то ездят. Там где-то на каких-то своих закрытых социальных медиа там что-то выкладывают, короче, ну не более того. И в этом отношении, конечно, я полностью на стороне тех, кто делает, кто пробивает нам дорогу в ПАСЕ, потому что я более чем уверен, что это за ногой залезет тело, и мы, значит, представители национально-освободительных движений получим полностью там отдельную, значит, как они там называются? Но Секцию. я скажу откровенно, мы действительно засунули в эту новую квартиру Ходорковского ногу, а когда просовываешь ногу, есть шанс туда пролезть. А потом мы посмотрим, кто там будет, в общем, заправлять. Наша цель вот той первой группы, которая туда проникнет, ну еще неизвестно кто.
претендентов много. И выбирать будут не украинцы, не кавказцы, никто, а именно депутаты, которые входят в какое-то бюро. Они, представлены резюме всех, в общем, кого претендуют, фотографии их, и они будут решать, кто может там быть. И вот эти люди должны добиться того, чтобы, наверное, чтобы сами вот эти хорошисты попросили ПАСЕ, может быть, даже отчасти профинансировали, потому что эта платформа требует еще финансирования, а у ПАСЕ-то, скажем так, лишних денег завалявшихся нету, бюджет практически в начале года распределен. И вот здесь, я думаю, они даже сами, цель такая, попросят, чтобы этим нацикам дали отдельную площадку, чтобы от них избавиться. Я думаю, там в этой компании 4, даже 2 кавказцев будут достаточно, чтобы форточка для них стала очень узкой. Поэтому вся эта интересная ситуация, мне очень интересно. Ну и вот, возвращаясь опять же к теме хороших русских, им же надо что-то продавать там сейчас. И вот, в Европе, что там, понимаешь, русский народ способен там на изменения, там какие-то, значит, это все, режим Путина виноват, что это там не 90%, значит, вот этого люмпено-комбедовской массы там, значит, бегают с этими флагами, это все там искаженная пропаганда, постправда, там, 5-10, короче, да. И вот яркий пример, например, сейчас на 13 суток арестовали ВВС такую певицу Наоко с Петербурга. Она там, видимо, выступала, там, может быть, неплохо даже поет, судя по вот этим выступлениям. Значит, и есть такая сталинистка, представительница алтайского народа, Аруна Арна. И примерно в то же самое время ее посадили в СИЗО. По 282 статье или по 280, там что-то связано. Серьезные статьи, и чуть ли там не накидывают там государственную измену там или еще что-то в этом роде. То есть вот ее изолировали. Так какие-то, да, типа, знаешь, вот есть у новостников, у медийщиков такие, надо дать новость, короче, что вот такую активистку там посадили. Все, никто там не едет туда, не отправляет никаких корреспондентов, не просят там, не опрашивают родственников, короче, не опрашивают ее коллег там и все прочее, там, а с мест нет интервью, знаешь, там, что вот алтайцы плохо живут, да, русская колонизация и так далее, это их не интересует. Потому что, какую-то вот национальную сепаратистку, как будто бы, хотя она там вообще даже про путинские посты в свое время писала. Она давно в этой теме активничает, я еще помню, в 2019 году, даже, по-моему, про наши протесты в Улан-Удэ она что-то написала, но я ее до этого читал, и у меня такое впечатление приходило, что это проект какой-то просто-напросто для того, чтобы там у алтайцев там под шумным видом там отнять что-то, нужно, чтобы кто-то сопротивлялся, правильно? Чтобы там на Западе не говорили, что там размяли алтайцев, да, не было даже сопротивления. В Бурятии они тоже в 2006-2008 годах такую же тему провернули, вот этих всех городских сумасшедших собрали, значит, и под видом организации РХТН, значит, пустили их там протестовать против, значит, объединения Усть-Ордынского автономного округа Иркутской области. По итогу, вместо того, чтобы все вот это фиксировать планомерно, значит, вбросы, планомерную работу вот этих агитаторов. Мои одногруппники, кстати, родом из Иркутской области, ездили там своих дураков, этих односельчан, агитировали за то, чтобы объединяться там и так далее. А почему? Потому что ректор Калмыков дружил с, значит, главой вот этого региона. А глава этого региона выделил там какой-то бывший, по-моему, техникум какой-то, и они там открыли боханский филиал БГУ. Чтобы там либо деньги мыть, там, либо там, как будто бы дать возможность вот этим боханским бурятам, значит, там, высшее образование получать там и так далее. В общем, вот такую какую-то чисто административная тема. И понятно, что уже была договоренность ликвидировать этот бурятский регион, и нужны были бузатеры, которые бы там ходили и создавали впечатление, что те, кто против, это вообще какие-то дураки, идиоты и так далее. Хотя можно было сделать все по-умному, профинансируя нас, значит, Соединенные Штаты Америки через своих карманных, значит, правозащитников в Москве. Но
понятно, что карманные правозащитники в Москве взяли денежки, а никаких бурят или каких-нибудь представителей других сибирских народов они в правозащиту не допустили, потому что, понимаешь, ну там же узкая, так скажем, была система, когда любой там правозащитник мог квартирку себе где-нибудь в Варшаве купить или где-нибудь в Берлине там за 200, за 300 тысяч евро, понимаешь? Но эти же 200 тысяч, 300 тысяч евро же ниоткуда-то взялись. Это были отмыты и за какие-то определенные, значит, отчеты и так далее получены. А там в этом USAID, я так понял, что там вообще на эти суммы там меньше нескольких миллионов долларов вообще не смотрели. Списывали, да подписывали, и все, молодцы. Что-то сделали, что-то вроде как мягкая сила, там тыры-пыры, короче. Ну, потому что дешевле содержать подобных персонажей, нежели чем воевать, правильно? Хотя сейчас американцы понимают, что они допустили большую ошибку и, в общем-то, правильно сделали, что вообще ликвидировали этот институт. Что он не работает фактически, а содержат, подсовывают им, значит, эти всякие, и китайцы подсовывают, и русские подсовывают вот этих своих правозащитных агентов, так скажем, агентов от правозащиты, которые фактически американское правительство содержит за свой счет. Так, и вот сейчас эту, значит, науку крутит, все ТикТок забиты, весь Твиттер забит. Ой, боже мой, на 13 суток арестовали. А ну я по этому поводу все время пишу. Кто не сидел, тот не русский. А кто один раз сидел, тот салага. Ну, сам сюжет мне понравился. 18-летняя хрупкая девчонка, без панцира, без меча, без копья, доставляется в полицию откормленными лбами в наручниках. Ну, конечно, она их могла порезать, конечно, я это понимаю, что она представляет общественную опасность, но я думаю, это не столько против нее, как против тех, кто в ее возрасте, кто немножко по-другому думает. Это очередной лещ для молодежи. Они снова получили леща, то есть их предупредили, сидеть не рыпаться, иначе с вами будет... Периодически власть просто обязана напоминать голытьбе, что говорить то, что думаешь, не дозволено. И вот очередное громкое происшествие, которое будет сигналом для всех остальных, которые еще могут себе хоть что-то позволить из тех, кто остался в России, то если они действительно думают так и могут себе что-то позволить, что с ними будет? Они ни на кого не посмотрят, даже на таких, в общем, хрупких 18-летних девчонок. Что говорить уже о более старших каких-то деятелях общественных, о правозащитниках. Короче говоря, хунта уже работает вовсю, и периодически она о себе напоминает. Тем более сейчас дела на фронте не совсем гладкие, они успешно продвигаются вперед уже 4 года, только никак не могут дойти до Киева, который должен был быть взят за 3 дня. Ну, в связи с этим меня очень удивил этот сюжет встречи Путина с этим сирийским новоявленным, в общем, президентом. Как Путин выражал обеспокоенность о сирийском народе, что никаких противоречий между ними не было, они просто бомбили Алеппо. Алеппо исторический центр, мировой исторический центр. Они снесли его и сравняли с землей. Не только сам город, но и те, кто там жил. Никаких ограничений не было. Вот, знаете, вот, честно говоря, меня очень удивляет образ вот этого летчика, военного бомбардировщика российского. Там за штурвалом ниже майора никто не сидит, чтобы получить право сесть, в общем, за... Ну, они туда приехали денежки же ведь зарабатывать. Они командировочные, точно так же, как на Кавказ. Они должны дослужиться до майора, и только после этого, после обучения, стажа, работы, они получают это право. И вот этот облик вот этого полковника, подполковника за штурвалом русского бомбардировщика, который бомбит обычный город. Давайте вспомним, чем Грозный отличался от Буденновска. Больница в Грозном от больницы в Буденновске. Те же беременные женщины, те же больные люди. Но
Грозный был разбомблен в течение 2-3 дней. Бомбили чем могли. И вот эти люди... А сейчас Путин говорит, что они любят сирийский народ, что они готовы помочь сирийскому народу. Они что, хотят, в общем, бомбить, добомбить то, что осталось. И вот сейчас, тут идут возмущения. Я думаю, что первым вопросом у сирийцев стоит выдача Асада, чего Россия не сможет себе позволить. Но я так понимаю, что вот это вот проброс о том, что Асад там сдеградировал, живет в 3 квартирах в Москва-центре и, значит, постоянно играет в компьютерные игры, что может свидетельствовать о его глубочайшей депрессии, так скажем, да. И там же ведь интересно, что Москва, Минск, они же приняли множество диктаторов на самом деле. Тут же, например, с Киргизии, там, Бакиев или кто ли, он же тоже где-то сидит и тоже не отсвечивает. Акаев, да. Им же всем запрещено говорить на тему политики. То есть фактически тот же Асад, он когда был президентом в Сирии, он что-то из себя представлял. Сейчас это вообще никто фактически. Ему предоставлены такие же как паспорта, как и тебе, и мне, женевские, понимаешь, там Рашка вот за последнее время там огромное количество этих документов выдала. Приняла решение, что вот они беженцы там и все прочее. И всему этому окружению, которое наворовали, они настолько сильно выгребли все из всех хранилищ, я не говорю про там электронные деньги и так далее, там показывал, когда дворец Асада взяли, огромные просто, вот видно помещения, в которых что-то находилось в виде золота и так далее, да, там что-то позолоченное или даже какие-то незначительные там позолоченные там, значит, подарки они там бросили, но там было явно что-то тоннами, понимаешь, то есть они успели все это дело вывести. И очевидно, что живет Асад там на вот те ресурсы, которые он украл у сирийского народа. С другой стороны, очень интересно, что тот же вот президент нынешней Сирии, это вот представитель Ан-Нусры, это той организации, которая, в общем-то, так называемые умеренные исламисты, и которые воевали в том числе и с ИГИЛ там и так далее, они все равно добились. То есть это вот для тех, кто, значит, в Бурятии сидит там и так далее, то есть видите, что с 15, с 14, с 13, с 11 года они там воевали. Конфликт это исключительно был, это исключительно гражданская война, это исламисты и все прочее, они в процессе этой деятельности, значит, там подключились. И это говорит в пользу того, что если у тебя есть национальная идея и хорошая рождаемость, высокая, то ты всегда выиграешь, если ты стоишь на правильных ценностях. Потому что представители Ан-Нусры, они сразу заявляют, что мы за демократическую Сирию. И это всегда было. И сейчас лидер Ан-Нусры, которого в 2015 году Путин называл террористом, вот Путин сейчас с ним ручкуется через 10 лет. Да, и клянется в любви. Ладно бы, если он просто разговаривал. Вы послушайте. Но я думаю, что он туда приехал для того, чтобы просто репарации потребовать. Он требует Асада и репарации. Посмотрим, во что вольется любовь Путина к сирийскому народу. Ну, вот возвращаясь к этой девице там в Петербурге, там вот этой молодежи, ты говоришь, ну, в общем-то, правильно, что там есть какая-то вот такая, ну, методика, что ли, у них там значит, кого-то видного из их поколения схватануть, сделать публичный суд там и так далее, как это было. Но я вот на выходных случайно выскочил, значит, в Фейсбуке какое-то описание Савенкова, был такой деятель, СССР, террорист. Значит, и там было упомянуто, значит, такой советский сериал, называется «Крах». Я думаю, дай-ка, гляну, что за советский сериал и так далее. Думаю, ну, какая-нибудь пропаганда. Она, на удивление, вообще, ну, ты знаешь, настолько современной. И я понимаю, как относительно вот того времени, начала 20-х годов, русская мысль вообще сдеградировала. То есть вот там реально были русские вот эти борцы там за демократическую Россию, там за революционную Россию там и так далее.
Так они налеты устраивали. Там были люди, бригада там по 100 человек заезжала с Польши на конях с шашками, короче, брали советские банки и таким способом там проникали, значит, на территорию Советского Союза. Ну, граница дырявой была. И люди там, ну, то есть, ради революционного дела там столько народу душили, короче, убивали. И там был такой интересный персонаж, который вот, ну, боевик настоящий, так скажем, белый. Да? И я вот понимаю, что с тех времен, вот с этих эсеровских, с народной воли, да, у русских насколько обмельчала мысль. То есть раньше эти люди просто стреляли этих губернаторов, Вера Засулич даже, например, да? Там я же не говорю про всех остальных, которые убивали, там цареубийцы были, убивали, значит, великих князей там и так далее. Вот пока у них там не появятся такие, не те, которые там, ну это красиво, конечно, все прочее, которые борются там в Украине там и так далее, а вот внутренний терроризм должен проходить, понимаешь? А они его с помощью ГБшников там и так далее туннелизируют в пользу, значит, того, ну, борьбы с мигрантами там и все прочее. Но я опять же говорю, насколько вот эта мысль русская революционная, она сдеградировала с того самого периода. Понимаешь? Ну, революционная мысля, она всегда бывала после тяжелых войн. Например, вот эта революция 905 года, она была после Японской войны. Революция 17 года после Первой мировой войны. В 1945 году после Второй мировой войны революции не было, потому что армия осталась в Европе, в Варшавском договоре. Ну а потом с 1943 года, когда уже было понятно, что Германия не вывезет эту войну, появились наркомовские 100 грамм. Да. Они были алкоголиками все. Да. И практически именно бывшие военные в основном были основными двигателями этих революций. А сейчас почему Путин не может остановить? Он просто не может эту войну остановить. А что делать вот с этими несколькими, ну, там примерно, наверное, 2 миллиона, которые воюют сейчас в разных местах? Вот что с ними делать? Ну, так они уже начали утилизировать бурят, понимаешь, которые... Да не только бурят, они... Нет, прям конкретно, ты замкнулся то есть... на бурятах. Ну, я просто за бурят говорю, да, понимаешь? они утилизируют всех. Всех утилизируют. И давайте вспомним, в 1945 году, что Сталин сделал с героями войны, с инвалидами. Он их просто собрал валами, и они там умерли с голоду. Герои войны, инвалиды, которые остались без рук и без ног. Давайте вспомним, после Афгана, сколько у нас афганцев по базарам, в общем, побирались. Сколько так называемых чеченских героев русской национальности побирались. Вы думаете, с этими будет лучше? Еще хуже будет. И поэтому я думаю, что эта волна, вот в период, помните, вот эту первую мобилизацию, когда из России хлынула волна вот этих иммигрантов, они вот тогда выпустили оттуда тех, кто на что-то был способен. Они сейчас все за границей. А те, кто остались люмпины, они их направили на фронт, и практически половина уже из них более-менее, кто с хребтом, уже утилизированы. А остальная половина сидит тихо, не пикнет, потому что наша доблестная гвардия, которая получает зарплату, о которой они даже в жизни не мечтали, она же осталась целой. Гвардию-то на фронт не посылают. А это тоже своеобразная армия, которой хорошо платят. И вот до тех пор, пока им будут платить, они будут стоять горой за власть. Сейчас же, короче, из последних новостей в каком-то регионе, значит, по-видимому, преступный авторитет, который как раз освободился в результате СВО, убил то ли 2, то ли 3 ФСБшников в результате какой-то пьяной драки, короче. То есть тут конфликт, он такой есть между вот теми, кто воевал, вернулся. И самое главное, что я вот сейчас выложил ролик, у нас там в Бурятии, значит, давным-давно еще в советское время хотели разрабатывать шурковское месторождение, а там фосфаты, короче, которые в порошке используются. Мягко говоря, по данным геологии я посмотрел, эти, ну, месторождение такое себе слабенькое, есть гораздо более лучшее, но
с советского времени вся документация подготовлена, короче. И там есть такой трюк у этих новоявленных. Они покупают эту документацию, а потом за разработку этой документации, просто банально оцифровка и перевод там в текст, там обновление данных и так далее, берут там какой-то инвестиционный кредит, там несколько сотен миллионов. То есть вот это просто разработка этой документации стоит сотни миллионов, хотя она уже давным-давно есть. Понимаешь? И они там, значит, проводят какие-то общественные слушания, там сидит любитель Сталина, академик Тулоханов, значит, ну и люди обыкновенные, там, понятно, что эти люди обыкновенные, они там больше эмоциональные, там всякие женщины, эти дурацкие, там, крикуны, крикуньи вот эти, знаешь, ну, русская традиция, любители летаний, там вот этих всяких. Ну и выходят, значит, кто ты думаешь, герои СВО, который там за туристами дерьмецу убирает, короче. Ну, и он начинает свою речь. Да мне никто не платит, я тут сам. Да вот эта организация, значит, рабочие места предоставляет. Да эта организация в каком-то регионе там этих СВОшников устроила на работу и так далее. Ну, то есть ему никто не платит. А он вот эту все знает, будто информацию. С детьми занимается тоже какой-то такой. Ну, то есть у меня вообще вот с теми, кто в наших регионах детьми занимается, к ним большие вопросы касаемо вот всякого разного. Тем более выезжает летом там убирать мусор, и он там говорит, да вы мусор не убираете. Я говорю, чтобы на Байкале не сорили, вообще не нужно туда допускать людей, это первое. Потому что это русская традиция гадить там, где отдыхаешь. И вот вводили утилизационный, ну не утилизационный, туристический сбор, и мусора стало только больше. То есть они уверены, что если они платят 100 рублей за туристический сбор, то и мусор кто-то должен вывозить за них. Поэтому их гадить стали больше. Но это русская традиция просто, загаживать. Вот где мусор, там везде Ваньки. И вот Байкал весь полностью загажен и засран. Прямо и буквально. А в результате того, что там очень пониженный уровень значит, бактериальной активности, вот это дерьмо там может натурально на берегу лежать годами. Ну, нет этих просто бактерий, которые там все это дерьмо переработают там, в СО2 и воду. И в этом отношении, конечно, сейчас во всей вот этой федерации, значит, поднимают вот эти активисты, которые как будто бы там где-то что-то воевали. Понимаешь? И смычка такая происходит. То есть сидит академик, который всю жизнь Байкалом занимался, да? А не важно, что он там говорит. Важно, что говорит теперь на общественных слушателей вот такой персонаж. И их там тоже нагнали, они там с важным видом, эти бывшие менты, там еще там кто-то, кому там ручки-ножки не поотрывал, а может и поотрывал, и сидят, и они там вроде как за экспертов сейчас. Но это же дикость. Это реальность. Но вот это та реальность, короче, в которой существует. И в этой ситуации, например, ну, вот эта истина общеизвестная, мы имеем таких правителей, которых заслуживаем. Они имеют таких правителей, и они будут теперь править. И вот эти люди, которые защищали свою родину где-то на Украине, и ты знаешь, интересная тенденция. Лучшие утилизируются, а выживает всякая сволочь. Ну, а как ты хотел? Именно выживает сволочь. И вот эта сволочь, которая где-то попряталась, которая умудрилась не пойти в этот штурм, те, кто были в штурме, из них мало, это выживаемость очень низкая. А вот эти, кто где-то отсиделись, где-то заплатили, коптерщики всякого рода, вот эта вся шушера, которая не воюет, а где-то там отсиживается, они выживают, они возвращаются, и государство остается в их распоряжении. И как они будут этим управлять? Ну, на самом деле, я могу так сказать, если ты лох до СВО был, то абсолютно ничего не поменялось, потому что вот в нашем регионе это четко видно, короче. Вот эти вот все ложки, выжившие, там, которые получившие за ранение деньги, они источник дохода для нормальных мужичков, которые вообще не пошли ни на какое СВО и так далее, хотя у них был, может быть, и боевой опыт там и так далее. Я знаю таких, которые, ну, просто сейчас хорошо живут вот с этих ложков,
которые навоображали себе, что они великие воины там, и так далее, и которых не дозабушлатили, например. И, конечно, в этом отношении там деньги просто. Офицеры Ну, вымогают деньги. Если у тебя есть деньги, то ты, соответственно, живой. Нет, тебя переводят и забушлачивают в штурмовиках. И вот сейчас один из моих знакомых, которых я физически знаю, он вот переведен, значит, из артиллерии в штурмовики. а ты знаешь, боевой опыт имеет некоторые побочные явления, особенно психиатрические. Человек, который побывал там, это тяжелейший стресс. И не каждая психика в состоянии это пережить спокойно. И они же зачастую не могут уже жить Не могут. вне вот этого стресса. Да, после этого. Знаете, когда у человека на руках автомат, он чувствует себя совершенно по-другому. Это наркотик. Автомат предоставляет тебе возможности, о которых ты в жизни не мечтал. И когда ты привыкаешь к нему, спишь с ним, там, пару лет провел с автоматом в руках, вернуться и переформатироваться в законопослушного мирного человека практически невозможно. Особенно для психически слабых людей. И тут выходим на сцену мы и говорим таким людям: Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе, дорогие друзья. Боритесь и поборите. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Вступайте в нашу партию, вступайте в партию черкесских националистов, и мы победим. Мы деколонизируем Российскую Федерацию, выкинем из ПАСЕ хороших русских и установим прямые дипломатические взаимоотношения со всеми демократическими странами мира. Долой русскую диктатуру, Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура.